Утвердив повестку дня очередного заседания сессии парламента, в которой 4 вопроса были сняты с рассмотрения, депутаты перешли к обсуждению законопроекта о внесении изменений в закон о республиканском бюджете Абхазии на 2019 год. Законопроект представил министр финансов Джансух Нанба. Речь идет об изменениях основных параметров бюджета в связи с увеличением заработной платы отдельным категориям госслужащих. Общий объем доходов республиканского бюджета будет увеличен на 471 миллион рублей. Из 471 миллиона рублей 360 миллионов рублей – это увеличение финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития по решению межправительственной комиссии от 25 декабря 2018 года. В рамках данного решения также на 60,5 миллионов рублей увеличивается финансовая помощь Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017 и 2019 годы. В рамках данного увеличения предполагается и увеличение собственных доходов в объеме 50,4 миллиона рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год будет увеличен на сумму в 1 миллиард 166 миллионов рублей. Сухумская средняя школа номер 2, где 2 мая произошел пожар, будет восстановлена из средств резервного фонда президента Абхазии. В соответствии с проектом в закон о республиканском бюджете предусмотрено также внести изменения, касающиеся резервного фонда президента, Министерства обороны, Республиканского совета ветеранов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, ГСО, администрации президента и дома-интерната. Как отметил Джансух Нанба, резервный фонд президента планируется увеличить на 93 миллиона рублей. Сейчас он составляет 350 миллионов рублей. По данным изменениям у депутатов возникли вопросы. Раньше на чрезвычайной ситуации нам хватало 100-150 миллионов резервного фонда президента. Сейчас не хватает 350 миллионов, мы хотим увеличить до 440 миллионов рублей резервного фонда президента. Ну а сколько мы будем его расширять? Объем резервного фонда президента он строго регламентируется законом об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Он не может превышать 5% от общего объема расходов республиканского бюджета. Данная норма в данной части полностью соблюдается. Данное увеличение связано в основном с тем чрезвычайным происшествием, которое произошло у нас в городе Сухум. Вы знаете, что у нас сгорела средняя школа номер 2 имени Пушкина. И я, как председатель, могла бы тоже с некоторыми параметрами изменений не согласиться. Но здесь во главе угла стоит один самый важный вопрос. И я просто призываю, уважаемые коллеги, прекратить прения по данному вопросу, перейти к голосованию. Здесь самый важный вопрос стоит о том, что речь идет о повышении заработных плат бюджетникам, в бюджетной сфере, в частности, медперсоналу, учителям, работникам культуры. Это вопрос очень насущный и очень актуальный. В итоге поправки к республиканскому бюджету были приняты парламентом во втором окончательном чтении. Из 26 присутствующих депутатов 19 проголосовали за принятие законопроекта. 4 против, 3 воздержались. Таким образом, с 1 июля отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Пересчет будет производиться с 1 января 2019 года. Далее депутаты утвердили ряд постановлений об избрании на должности судей в суды разных инстанций. Путем тайного голосования Анри Барциц избран на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. Фатима Квициня на должность судьи арбитражного суда. Сария Миканба на должность судьи Сухумского городского суда и Фатима Харчилава на должность судьи Ачемчирского районного суда. Кроме того, постановлениями Народного собрания парламента Абхазии депутаты Паталтапагуа и Каха Пертая вошли в состав квалификационной коллегии судей Республики Абхазия, а в коллегию адвокатов депутат Лаша Ашуба. На заседании
заседании сессии парламента во втором окончательном чтении был принят проект закона о внесении изменений в закон об исполнительном производстве. Речь идет об изменениях статей, регулирующих правовое положение иностранных граждан в Абхазии и порядок выезда и въезда в страну. В частности, данным проектом предусматривается еще одна мера принудительного исполнения судебными приставами, а именно предлагается такое исполнительное действие, как временное ограничение на выезд должника из республики. Алиса Шамба, Алексей Агуха и Нала Гуха. Абхазское телевидение.